Вы смотрите информационную программу «Вести Тимана». В студии Елена Двожик. Здравствуйте. В первый майский день православные христиане встретили Воскресение Христово – самый большой и светлый праздник в церковном календаре. В ночь с субботы на воскресенье в храмах Сосногорска прошли пасхальные службы. А уже днем верующие совершили традиционный крестный ход. Уже на протяжении многих лет маршрут крестного хода в день Пасхи остается неизменным. От храма преподобного Серафима Саровского верующие следуют в железнодорожную часть города. В колонне священнослужители, сосногорские казаки и кадеты, а также прихожане всех возрастов. Конечная остановка на площади в железнодорожной части города. Со светлым воскресением Христовым жителей Сосногорска поздравил настоятель храма преподобного Серафима Саровского отец Сергий. В своем выступлении он не только напомнил о значении главного церковного праздника, но и призвал всех собравшихся к единению российского народа. Чем глубже мы поймем, кто мы с вами, чем глубже почувствуем свое историческое предназначение, мы призваны продолжить путь наших предков. Мы призваны к жизни с Богом, чтобы душа наша стремилась к чистоте. Пусть не все получается, пусть порой спотыкаемся, пусть падаем, но надо вставать, брать этот крест любви к Богу, к людям и идти дальше. Не опускать рук, не унывать, не отчаиваться, но укрепиться в молитве и продолжить свой жизненный путь. И Он у нас вон туда, куда Христос вознесся. Поэтому царство называется небесное. В нем нету бесов, в этом царстве нету зла. И нам Господь дал эту жизнь для того, чтобы мы с Божьей помощью учились жить без зла. Храни вас всех Господь, дорогие братья и сестры. Еще раз всех с праздником. Христос воскресе! Воистину воскресе! Христос воскресе! Воистину воскресе! Христос воскресе! Воистину! И еще одна традиция, без которой не обходится ни одно пасхальное гуляние – освящение куличей и яиц. С праздничным угощением на площадь пришли десятки сосногорцев. Продолжилось праздничное гуляние концертом в исполнении сосногорских самодеятельных коллективов. Также на сцене были вручены награды победителям творческого конкурса «Чудесная Пасха», который проводился среди воспитанников сосногорских детских садов. Андрей Калиничев, Павел Щеглов, Вести Тимана, Сосногорск. 30 апреля в нашей стране отмечался День детских общественных организаций. В честь праздника в Сосногорском доме детского творчества состоялся муниципальный фестиваль «Мы дети Республики Коми», на котором были подведены итоги работы детских общественных объединений Сосногорского района за год и намечены планы на будущее. Каждый участник фестиваля имел возможность пройти творческие мастер-классы, которые давались прямо в фойе ДДТ. Научиться можно было угольной технике рисования, созданию цветов из салфеток, а также основам оригами. Проводились занятия представителей детских объединений Сосногорского района. Так, например, во второй городской школе уже много лет существуют кольца Сатурна, которые стараются включить в свою орбиту как можно больше жителей Сосногорска. В основном это общественная деятельность, связанная с какими-либо значимыми праздничными мероприятиями, организация вахт памяти ко Дню Победы. Проводим различные игровые мероприятия, всякие конкурсы для ребят, учащихся начальной школы. Значит, общешкольные мероприятия проводим, отмечаемся на таких общегородских линейках, связанных с общественными объединениями. И вот сегодня проводили мастер-класс оригами ко Дню Победы. Складывали голубей и журавлей. В принципе, ребятам это было интересно, подходили, учились, и я думаю, все-таки что-то полезное для себя из этого вынесли. Для самореализации у сосногорской молодежи есть все условия. При Доме детского творчества существует большое количество секций, где ребята могут заниматься прикладным творчеством, электротехникой и моделированием. Так, например, многим юным сосногорцам известен адрес Гайдара 6, где работают различные кружки, рассчитанные на самые разнообразные юношеские интересы. Развивает мышление, особенно когда делаешь там копийный корабль какой-нибудь. Почему именно моделирование, не знаю, затянуло. На соревнования много раз ездили. Последние соревнования были в Ухте в феврале. Там мы заняли 3-е командное место, и у меня 2 личных 3-х места.
Посещают секции более 100 ребят. Как отмечают педагоги, интерес к творчеству у сосногорских девушек и юношей по-прежнему остается высоким. Дети, они всегда были разные. Кому-то нравился спорт, кому-то нравилась музыка, а кому-то нравится творчество. Поэтому дети всегда были, есть и будут такими. И мы должны запрос родителей, детей удовлетворять. И поэтому здесь очень хорошо эти направления развиваются. Занятия проводятся, дети получают результат, выступают в конкурсах. По окончании мастер-классов ребята собрались в большом зале ДДТ для того, чтобы подвести итоги работы за год. Сосногорским школьникам есть чем гордиться. Практически каждое школьное объединение – это активные ребята, которые всегда готовы прийти на помощь и живут интересной, насыщенной жизнью. Активистам хотелось бы пожелать, чтобы вы никогда не останавливались, действительно всегда шли вперед, вперед, выше, быстрее, сильнее. Ну а педагогам терпение, труд, ну и закалки, конечно, вы у нас боевые ребята те еще. И хотелось бы еще также пожелать, ребята, вот педагоги с вами работают, они действительно заряжаются от вас, а вы от них. Поэтому хотелось бы вас поздравить с этим замечательным фестивалем, пожелать вам плодотворной работы, наверное, сегодня, ну и замечательных позитивных эмоций. Как отметила руководитель организации «Созвездие сердец» Оксана Лобанова, на сегодняшний день более 1000 мальчишек и девчонок уже стали общественниками. Они с удовольствием участвуют в многочисленных акциях и мероприятиях, вносят свой детский вклад в развитие Сосногорского района и со школьной скамьи имеют свою активную жизненную позицию. На следующий год Сосногорская районная организация будет отмечать свой не первый, но маленький юбилей, это 15 лет. С такими успехами, с таким хорошим вкладом в работу детских объединений мы успешно подойдем к этому небольшому рубежу и становимся все более заметной частичкой на карте нашей любимой республики Коми. После того, как юные общественники Сосногорского района подвели итоги прошедшего учебного года и поставили цели на будущее, на площади ДДТ начался танцевальный флешмоб. Андрей Калиничев, Павел Щеглов, Вести Тимана, Сосногорск. Накануне Дня Победы в Сосногорске прошел традиционный смотр строевой песни среди учащихся городских школ. В стенах физкультурно-оздоровительного комплекса собрались представители 10 образовательных учреждений. Каждая команда подготовила не только выступление, но и поработала над своим внешним видом. Специально для этого события многие участники смотра стилизовали свою одежду под форму разных родов войск российской армии. Оценивало умение ребят петь и маршировать жюри, в которое вошли представители военного комиссариата, Сосногорского казачества и управления образования. В качестве почетных гостей были приглашены ветераны Великой Отечественной войны и труженики тыла. Также в рамках смотра состоялась передача копий Знамени Победы. Учащиеся гимназии при главе Сосногорского района торжественно вручили полотнище воспитанникам кадетской школы, в стенах которой знамя будет храниться вплоть до Дня Победы. Всем, кому дорога память о фронтовиках-победителях, предлагается принять участие в формировании бессмертного полка. Организаторы предполагают, что в этом году в бессмертном полку пройдет более 300 человек. В течение всего апреля специалисты городского историко-краеведческого музея принимали от сосногорцев фотографии их предков-фронтовиков, а также биографии участников Великой Отечественной войны. Как отмечают организаторы акции «Бессмертный полк» в Сосногорске, в этом году колонна должна превзойти по численности прошлогоднее шествие. Нам очень приятно, что в этом году еще больше будет людей, чем в прошлом, так как люди активизировались отдать дань памяти победе Великой Отечественной войны и примут участие в бессмертном полку. Люди приносили и приносят фотографии, биографии, звания. Мы также размещаем на сайт мойполк.ру. И 9 мая в 9:45 утра в сквере железнодорожников мы совместно с волонтерами будем раздавать штендеры. Также присоединиться к акции «Бессмертный полк» можно и обратившись в центр «Мои документы». Здесь окажут помощь по сканированию и распечатыванию фотографии ветерана, а также внесут его имя в общероссийский банк данных. Заявки будут приниматься до 6 мая. Проведение акции «Бессмертный полк» – это дань
глубочайшего уважения всем участникам Великой Отечественной войны. И в преддверии праздника Дня Победы Сосногорский центр государственных и муниципальных услуг присоединился к проведению этой масштабной акции. Сегодня к нам уже обращаются жители Сосногорска, чтобы принять участие в акции «Бессмертный полк». Поддержать ветеранов можно в рамках еще одной традиционной акции. Ежегодно в Сосногорском районе проходит благотворительный марафон «Мы – наследники Великой Победы». В ходе акции будет оказана адресная помощь ветеранам и инвалидам Великой Отечественной войны, их вдовам, а также труженикам тыла, жителям блокадного Ленинграда и бывшим несовершеннолетним узникам. Участие в акции – это реальный вклад в качество жизни ветеранов, проживающих в Сосногорском районе. Уже сегодня каждый житель может принять участие в благотворительной акции и выразить благодарность нашим землякам, которые на фронтах и в тылу приближали День Великой Победы. Реквизиты на ваших экранах. Андрей Калиничев, Вести Тимана, Сосногорск. 6 мая в Коми объявлено Днем чистоты. Инициативу жителей о проведении традиционного субботника поддержал временно исполняющий обязанности главы Республики Коми. По словам Сергея Гапликова, День чистоты – это отличный шанс высадиться трудовым десантом и провести весеннюю уборку на своих территориях. К республиканской акции присоединится и Сосногорский район. Кстати, как отмечают организаторы Дня чистоты, 6 мая на уборку территории по предварительным оценкам могут выйти около 70 тысяч жителей республики. В Сосногорском районе пора субботников стартовала еще 15 апреля. Для наведения порядка и озеленения района на улицы выходят представители общественных организаций, работники учреждений социальной сферы и предприятий района, а также просто неравнодушные жители. К субботнику отношусь положительно. Во-первых, из зимней спячки просыпаются люди. Во-вторых, и чистота, уют и порядок во дворе. Самим и приятно, и посидеть. Районный субботник продолжится до 8 мая включительно. За каждой организацией или учреждением закреплен собственный объект или территория, который нужно привести в надлежащее состояние. Администрация района обращается также к владельцам частных домовладений, собственникам гаражей, садово-огороднических участков и торговых точек с просьбой провести уборку своих территорий с последующим вывозом мусора на свалку. Для всех, кто выходит на субботник согласно утвержденному графику, вывоз мусора будет осуществляться централизованно. Поэтому, если вы решили самостоятельно провести субботник на бесхозной территории, а возможности вывести собранный мусор у вас нет, вам необходимо заранее сообщить об этом по телефону 5 44 72. Кстати, поощрить себя за проделанную работу на весенней уборке вы можете, приняв участие в фотоконкурсе «Моя семья – активный участник Дня чистоты». Организаторы газеты «Заря Тимана» и индустрии гостеприимства. Фотографии принимаются до 10 мая на электронную почту редакции. Не забудьте при этом указать имя, фамилию и свой номер телефона. Те, чьи фотографии, по мнению жюри, будут самыми интересными, оригинальными и, главное, отразят суть мероприятия, станут счастливыми обладателями тортов, пирогов и дисконтных карт от индустрии гостеприимства. 7 мая на стадионе Черемушки пройдут первые казачьи Георгиевские игры. Мероприятие приурочено ко Дню Победы и Дню Святого Георгия Победоносца. Помериться силой и удалью соберутся не только казаки и кадеты. Около десятка команд разного возраста уже изъявили желание принять участие в играх. По словам организаторов, кроме традиционных состязаний будут и не совсем обычные. Например, перетягивание бревна, казачий футбол, метание пня. Попробовать свои силы в них может любой желающий. Кроме этого, участников и гостей ждет интересная развлекательная программа. Катание на лошадях, выступление ВИА «Горожане», полевая кухня и многое другое. Не упустите возможность побывать на первых в истории города казачьих играх. Начало в 10 часов. В завершении выпуска информация о погоде. По прогнозам синоптиков, в среду ночью плюс 3 градуса. В течение дня воздух прогреется до 15 градусов. В четверг ночью 5-7 градусов тепла. Днем плюс 8. Осадков не ожидается. На этом пока все. Напомню, что выпуски наших программ всегда доступны в популярных социальных сетях. Новая информация в ближайших выпусках Вести Тимана. А я на этом с вами прощаюсь. Всего доброго и до свидания.